Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Сегодня наша республика отмечает День государственности, праздник, который берет свое официальное начало в 1990 году. Именно тогда была принята Декларация о суверенитете Республики Саха. Именно благодаря этому событию у нашего региона появилось еще больше возможностей для технологического, культурного и научного развития. Отцы-основатели нашей республики всегда уделяли особое внимание просветительской деятельности. И сегодня современные ученые продолжают работать над тем, чтобы якутяне смогли продолжать работать на благо родной республики и страны в целом. В том числе и в образовательной, и в научной деятельности. И с моим сегодняшним гостем мы поговорим о развитии науки в республике, о том, насколько важно вовлекать в науку детей и молодежь, а также какую роль играет образование в жизни современного молодого человека. В студии «Якутия Лайв» Евгений Соловьев, проректор по науке и инновациям Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, тоже одного из основателей нашей республики. Добрый вечер, Евгений Эдуардович. Добрый вечер, Ирина. С праздником вас. Вас также взаимно. Ну вот давайте начнем с такого вопроса. Да? Есть мнение довольно распространенное, что давно уже все самые светлые умы перебрались в Москву или даже за границу. Вот так ли это и какую роль играет вообще регион, и в частности наш регион в российской науке, в становлении ее? Ну, скажем развитии? так, я бы, наверное, не совсем согласился, что наши ученые все поголовно перебираются в Москву, либо какая-то часть. Это может быть так называемый кругооборот, либо обмен учеными вообще по стране. Потому что вместе с тем, что, может быть, некоторая часть наших ученых действительно перебралась в другие регионы, то можно сказать, что точно так же, особенно молодые исследователи, приезжают к нам. То есть за спецификой региона. Я знаю таких людей, которые, наоборот, из Москвы приезжают в Якутск, из Новосибирска очень многие приезжают к нам, ну и работают в нашем регионе. Но это связано со специфическими, наверное, нашими институтами, да? Там, да, конечно. Мерзлотоведение, геология алмаза, мамонта. Да, и очень много у нас климатологов также действуют в нашей республике. И самое главное для ученого, например, для естествоиспытателя, это, конечно, набор материалов. А набор материалов можно набрать только у нас. В какую роль играют регионы, вообще, скажем, региональная наука для страны? Ну, наверное, так и есть, что наука, она сама по себе собирается именно по регионам и консолидируется не обязательно, допустим, там в каком-то центре в Москве. Это может быть и регионы Сибири, в том числе и Якутия. Я думаю, что мы еще до сих пор являемся лидерами в области новых материалов, применительно, допустим, к северным территориям. То же самое можно сказать и за, вот вы сказали, Институт мерзлотоведения и Институт геологии, конечно же. Ну и много таких на самом деле, потому что всех не перечислишь, и физтех проблем Севера занимает своими какими-то уникальными задачами. И то же самое можно сказать, например, насколько я знаю, Институт космофизики. То есть у каждого, скажем, свой уникальный код в науке. Ну, потому что, конечно, наука — это же не просто сидеть в кабинете, а это и полевые исследования. Конечно, да. Ну, наука, она разнообразна, то есть она же может быть и лабораторная, она может быть теоретическая, да, вот, допустим, даже, допустим, фундаментальная, то есть теоретическая физика, например. Ну и полевая, конечно, ее еще никто не отменял. Ну что ж, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно прямо сейчас, позвонив по номеру 8 41 12 42 14 39, или отправить вопрос в Телеграм по номеру 8 914 235 05 02. Евгений Эдуардович, мы с вами в воскресенье виделись на ежегодном фестивале «Наука 0+». Это было в Триумфе, и, честно говоря, я вот была в первый раз на этом действии, оно меня, конечно, впечатлило, прямо очень впечатлило, потому что вообще с самого начала было неожиданно, что возле Триумфа не хватает мест для парковки, вот как бывает во время спортивных мероприятий или во время там выступлений звезд каких-нибудь, да, а тут вот понимаешь, что оказывается на научный фестиваль такое количество народу. Ходят. Ну, во-первых, надо сказать, что в этом году мы провели 10-й фестиваль науки.
причем достаточно очень символичный, потому что, как вы знаете, в этом году президент страны объявил десятилетие науки и технологий, и как раз вот фестиваль науки как раз ложится в эту траекторию. В прошлом году у нас был такой, наверное, полусмешанный формат. В основном это был, конечно, онлайн. Действующие лица, основные организаторы, мы собрались в офлайне и поздравили, скажем, наших гостей и посетителей через прямой эфир. В позапрошлом году тоже, к сожалению, была такая эпоха пандемии, все прошло в онлайн-формате, и в этом году, наконец-то, вот эта плотина прорвалась, и мы с вами вот воочию увидели все в офлайн, так популярно сейчас, как говорится, в режиме. Но здесь надо сказать, что Северо-Восточный федеральный университет был региональным оператором. Организаторами этого мероприятия выступило Министерство образования и науки Республики Саха-Якутии, Якутский научный центр и практически все научно-исследовательские учреждения и образовательные учреждения нашей республики. В том числе необходимо упомянуть учреждение СПО, среднее профессиональное образование, тоже очень активно в этом участвует. Ну и, пользуясь случаем, я хочу передать большое спасибо, выразить признательность нашей компании НВК «Саха», которая была информационным партнером. Но в целом действительно получилось очень масштабное мероприятие. Оно у нас длилось 2 дня. В пятницу основные мероприятия это были онлайн-трансляции, это были мастер-классы, вебинары, лекции. В целом было 152 ряда примерно мероприятий. Это в онлайн-режиме, и в субботу мы действительно провели такой грандиозный, масштабный. Я могу сказать, что я сам был удивлен, потому что мне очень трудно было пробиться и зайти в этот зал. Всего за эти 2 дня наше мероприятие посетило порядка 16 тысяч людей. То есть 10 тысяч это в онлайн-режиме, а в субботу было 6 тысяч людей. И очень радует, что там на самом деле очень было много школьников. Ну и в целом фестиваль я могу рассказывать бесконечно, может быть, да, потому что в этом году мы впервые провели еще лектории. У нас было 8 лекторов такого солидного масштаба. Допустим, наш ректор Анатолий Николаевич, он прочитал лекцию о древесных кольцах и связи с климатом. Михаил Юрьевич Присяжный, он рассказал лекцию, как стать ученым в Якутии, например, специально для школьников. Были лекции касательно вообще генетики, истории, о языке других народов. И последняя, я помню, завершающая лекция, это была Александра Виссарионовича Григорьева, это по искусственному интеллекту. Причем все лекторы собрали свою такую целевую аудиторию. Вместе с тем, наверное, вы видели, там было, я цифру помню, это 149, скажем... Участников? Нет, 149 не участников, 149 столиков. То есть как кабинок, в смысле выставочных вот этих? Да, вот. выставочных экспозиций, где тематика была абсолютно разнообразной. То есть там были университеты, допустим, да, там был АГАТУ. Очень, кстати, хорошо выделялись коллеги с Института водного транспорта, то есть их форма, допустим, погоны, корабли, там теодолиты, нивелиры, там еще какое-то оборудование, которое я сам не видел. Там же были... Там толпа собралась возле юридического факультета. Я сейчас скажу хорошо об этом, да. Давайте мы сейчас пойдем по научной тематике. Там были коллеги из ЯНЦ, очень такое тоже разнообразие всяких экспозиций. Допустим, та же палатка, например, она была такая очень визуальная для детей, как это выглядит. Здесь я хочу сказать большое спасибо Михаилу Михайловичу Чарусову, который принимал очень активное участие вот в организации этого мероприятия. Малая академия наук, ну, коллеги, я прошу меня извинить, которых я сейчас не перечислил, но на самом деле ажиотаж был возле юридического факультета, да. Причем коллеги подошли достаточно креативно
И вот они разбавили действительно вот научную составляющую. Кстати, тоже все-таки научная компонента – это история пыток. Средневековье, насколько я помню. И действительно у детей это вызвало такой неописуемый восторг. Ну, это же тоже хорошо. Но мне кажется, вот для самих даже участников фестиваля это вот очень важно, потому что одно дело поставить просто стенд, написать на нем «Наш институт занимается тем-то, тем-то», и вот сидит человек и понимает, что к нему никто не подходит, вот. А другое дело там чего-то показать, как-то… Да. Одно дело, действительно, это как бы, ну, бывает очень так, серьезная конференция, когда есть стенды, да, человек, который заинтересован, он подошел, почитал то, что ему нужно, и ушел, допустим, да, но, скажем, общество надо завлекать. А общество, как ты его завлечешь? Это только именно вот через руки, через глаза, например, то есть он должен пощупать, допустим, посмотреть. Там же было очень много, кстати, экспериментальных площадок, когда дети там что-то смешивали, смотрели в микроскоп, что-то там. Я помню геологов, которые стояли, допустим, с тем же радиометром и показывали, как вообще измеряется радиоактивность горных пород и руд, например. То есть, Ну там и протезы показывали. протезы показывали, да. Потом я сам, например, покачался, знаете, там были коллеги, которые проверяли вестибулярный аппарат, например. Ну, вот сколько ты простоишь. То есть даже нам, организаторам, это было очень интересно. И то есть это действительно такое получилось очень такое научно-популярное шоу. На самом деле, то есть… Ну вот 0+, это говорит о том, что как бы для всех, то есть от 0 до скольки. Потому что я вот смотрела, там, ну, даже бабушки, которые с внуками приходили, они сами там с интересом чего-то спрашивали, рассматривали. Ну, здесь можно перефразировать «любви все возрасты покорны», меняем слово «любовь» на «науку», и примерно получится то же самое. Но все-таки целевая аудитория – это прежде всего школьники. Можно так сказать? Давайте так, правда, где-то посередине, скажем, 60%, может быть, 50% это действительно для школьников, а основной, то есть не основной, а остальная половина это все-таки для людей старшего поколения. Потому что сейчас, допустим, очень же популярно, даже в образовании есть сейчас такой уровень, он называется третий взрослый уровень, имеется в виду. Третий уровень, когда сейчас высшее образование, оно востребовано не для только молодых людей, либо людей среднего возраста, но еще старшего поколения. Потому что человек, допустим, всю жизнь проработал на какой-то профессии, но мы знаем, что продолжительность жизни, она сейчас достаточно возросла, да, и люди не могут себя найти. И в этом плане вот тут возникает вот этот возраст, когда они могут обучиться новому какому-то направлению, и для них жизнь играет совсем уже другими гранями. А много таких вот, которые получают образование уже? Да, я знаю, что вот в этом году в университет закончила женщина в достаточно таком возрасте, там 60 или даже 70 лет. То есть есть такие, да, у нас учатся, получают высшее образование. Но это единичные случаи такие были всегда, а вот можно ли говорить, что какая-то тенденция намечается? Нет, есть, все-таки наблюдается тенденция, когда взрослые люди целенаправленно идут и получают второе высшее образование. Ну давайте все-таки вернемся к школьникам, да? Что должно привлекать, по-вашему, детей в науку? То есть это школа, это родители? Это вопрос комплексный очень, потому что во многом, да, это все же зависит как бы и от школы, я согласен с этим тезисом, но и очень во многом зависит и от родителей, от фона, который излучают родители, конечно, это все передается и детям. Если родители будут рассказывать ребенку, как это интересно, это будет подпитываться то же самое, допустим, школьными учителями, окружение, то в любом случае ребенок, он, может быть, он не станет как бы и действительно ученым, но к науке он приобщится. Потом здесь какие чувства, допустим, вот на примере, допустим, нашего фестиваля, допустим, да, то есть первое, что увидел ребенок, это удивление, например. Он удивился, то есть у него возникает вопрос, что это такое. То есть у него уже какие-то вопросы, допустим, закладываются. Второе – это восхищение, допустим, да, оказывается, это можно. И третье, например, он понимает, что это тоже ему тоже может быть когда-то под силу.
И в этом плане я думаю, что вот эти компетенции у ребенка, они будут развиваться. И сейчас же на самом деле очень много в школах проводится мероприятий, да, вот такое одно из таких значимых, это шаг в будущее. Например, когда дети, я думаю, что это правильно, с молодых ногтей они уже приобщаются к каким-то исследованиям. Пускай это будут уже избитые истины, но, по крайней мере, методика, она уже закладывается в школьном То есть он делает доклад, формате, он да. выступает с Да, презентацией. конечно, да. И даже вот вы сказали, то, что он выступает с публикацией, это же человеку дает уверенность. Он не боится общества, то есть он умеет публично выступать. Это хорошо, я думаю. То есть это можно как один из плюсов, да, занятия ребенка наукой. Ну, Да, вот, да, несомненно, потому что ну, ребенок он всегда любознателен. Он всегда любознателен, и он все равно испытывает какой-то голод. И если мы его не будем кормить вот именно вот такой вот, как вам сказать, там, амрой, допустим, да, ну это будет совсем другое, конечно. Но получается, вы заходите тоже к ним через эмоции, да? Вот вы сказали, удивление, конечно, восхищение, да, конечно. это вовлечение в науку через эмоции. Да, конечно, если сделать, ну, понимаете, да, бывает вот скучная наука, например, да, вот пришел человек, показал там, вот это микроскоп, вот он работает так, и, допустим, показал это все на доске. У ребенка это интерес не вызовет, это однозначно. Но когда ты его приведешь к микроскопу, пускай он туда заглянет, там, покажешь ну, какую-то реакцию, допустим, химическую, очень простую, то, конечно, это его будет затягивать. Это все нужно делать с умом и с пониманием. Ну, то есть даже если ребенок в дальнейшем науку не выберет как свою профессию, все равно как хобби это полезно. Как хобби это полезно, и нет, это в первую очередь, я думаю, что оно развивает именно вот то, что мы сейчас говорим, компетенции. Это могут профессиональные компетенции, личные компетенции, творческие компетенции, как-то так. Ну, давайте от фестиваля перейдем, вы же проректор не только по науке, но и по инновациям тоже, да, вот инновационная деятельность, такое вот, она такая на слуху, что-то такое актуальное, что-то современное, что-то модное. Вот, идет сразу ассоциация с IT и так далее. Ну, наверное, спектр-то шире, что сейчас, какие инновационные исследования? Ну, вообще, как бы, инновации у нас очень многие люди вообще путают. Они думают, что есть разработка, либо креатив – это есть инновация. Но на самом деле это не так. Инновация, оно и переводится, да, innovation – это новое, и in – это в направлении. То есть инновация, она должна быть всегда внедрена. И обязательно в реальный сектор экономики. И в этом плане, вот то, что вы сказали, IT, да, если мы сейчас смотрим вообще на наше общество, оно достаточно как бы сильно цифровизовано. Мы все сидим, мы все заложники тех же гаджетов, например, да. У нас те же сообщения, допустим, помните, раньше была, допустим, почта. Мы писали почту, отправляли там по адресату, ходили, то вот это инновационный продукт, например, да. Это были вначале, помните, пейджеры, потом появились смс-ки, а теперь мы пользуемся либо WhatsApp, либо Telegram. То есть вот это действительно есть продукт инновации. Инновации, они коснулись очень сильно, допустим, я считаю, медицины. Потому что переход на цифровое оборудование – это тоже инновации. Причем, то есть инновации, они везде, то есть они бывают и в социальной сфере, например. Да? Если мы посмотрим в социальную сферу, то раз я ее затронул, допустим, образовательная деятельность, я считаю, что тот же первый онлайн-университет Coursera, он тоже является инновационным продуктом. Потому что сейчас там количество обучающихся зашкаливает, просто он перебивает все университеты. Это тоже вот новая форма. Если говорить про наш университет, у нас действительно очень много инновационных разработок. Это разработки в области, допустим, суперконденсатора. Этим у нас занимается лаборатория нанографена. Очень что такое суперконденсатор? Суперконденсатор это... По отдельности вроде все понятно. Да, но суперконденсатор это используется для микроэлектроники, и в основном он для, скажем, заряда электрического поля. Это ну, такие емкостные свойства. Теперь стало совсем понятно все. Да.
Потом у нас есть очень хорошая история с новыми материалами, это резинотехнические изделия, когда наш коллектив под руководством наших ученых, они разрабатывают материалы морозоустойчивые и устойчивые к агрессивным средам материала. И вот у нас сейчас стоит задача масштабировать это производство. Давайте поговорим о роли образования. Сейчас, есть такое мнение, особенно среди молодежи, что успешно можно стать и без высшего образования. Да. Ну и есть тому примеров немало, и все говорят, там, Стив Джобс и так далее. Вот как вы считаете? Билл Гейтс, например, да? Билл Гейтс, да. Ну, здесь надо же смотреть, допустим, да, это как... Или они все-таки Гарвард бросили, сначала смогли туда поступить? Да, есть такой момент, но я считаю, что это заблуждение. На самом деле, эта теория, не то что теория, а гипотеза, она ходит очень давно. Я даже слышал, вообще был такой радикальный тезис, вообще нужны ли университеты. Если мы вообще посмотрим, как образовывались университеты, например, да, в каждом университете есть кафедра. То есть кафедра, конечно, это что-то вот сразу связано с церковью. Но так оно и было, потому что все университеты вышли из богословских факультетов. И в свое время, допустим, мы смотрели на профессора как на светоча знаний. Представьте себе, да, у вас все знания мы получали в библиотеках, физических библиотеках. Мы брали билет, мы шли в библиотеку, выписывали эту книгу, ждали, потом ее читали, обратно возвращали. И если у нас возникали очень оперативные вопросы, мы обращались всегда к кому? К своему профессору. Сейчас у нас есть Google, у нас есть достаточно много материалов в интернете, и на самом деле возникает вопрос, а нужен ли этот профессор? Но на самом деле тот же Google, эти же интернет-библиотеки никогда не научат так, как профессор, правильно работать с информацией. То есть с информацией тоже надо правильно работать, а именно преподаватель, он покажет тебе методику, как правильно читать, извлекать полезную информацию и, самое главное, отфильтровывать. Ну вот нужно ли этому учиться 5 лет, а то и 6? Я вообще считаю, что учиться надо всю жизнь. Причем вот эти единичные случаи, когда мы говорим о Стиве Джобсе, допустим, о Билл Гейтсе, надо же понимать, что это, во-первых, единичные, скажем, случаи, а сколько людей, которые не окончили университет, и на этом очень много потеряли. Потому что все-таки высшее образование, во-первых, для меня это среда, такая вначале может быть полупрофессиональная, потом профессиональная среда, с которыми вы оттачиваете свои навыки. Согласитесь с этим. Когда вы разговариваете со своим сообществом, вы поднимаете качество своих знаний, уровень своих знаний, и, наверное, такой один из важных факторов – это коммуникация. И именно университетская среда, ваши знакомства еще со студенческой скамьи, там, с аспирантуры, они у вас расширяются. То есть это очень хороший инструмент, причем очень мощный инструмент. Ну, социальный именно. Да, конечно. Если вы, допустим, в первый раз, помните, вы затронули первый вопрос о том, что уезжают ли ученые, допустим, из нашего региона. К этому надо относиться очень просто и где-то даже позитивно. Да? Если мой коллега уехал в другой регион, он устроился на работу в такое же учреждение научное, то таким образом область моих коммуникаций вместе с тем она тоже расширяется. И это хорошо, потому что наука, она не может быть как бы обособлена, автономная и либо локальная. То есть она должна быть, тем больше у тебя связи, тем это лучше. А какие-то прорывные открытия ждут науку Якутии в ближайшие 5-10 лет? Какие-то вот направления, где вот-вот-вот, кроме мамонтов клонирования, которое на слуху, и которого ждут прям все? Вы знаете, мы сейчас живем именно в ту эпоху, когда планировать что-то невозможно. Я считаю это. Вот смотрите, если, допустим, житель 15 века, например, да, он бы уснул и проснулся в 18 веке. Либо в 18 веке, на самом деле, у него особых изменений бы не было. То есть это была бы та же лошадь, например, да, та же карета. Сегодня карета, там телега была, например. Печатный станок изобрели. Хорошо, пускай печатный станок, я согласен. Но в целом, допустим, да, ничего бы радикального бы не изменилось. Но если бы он сейчас попал в наш век,
Естественно, ему было бы очень сложно сейчас жить здесь, например. Какие у нас ждут прорывные разработки? Я, наверное, мельком уже об этом сказал. Это, помните, то, что мы с вами говорили за инновационные продукты, то, скорее всего, это очень сильно с этим переплетается. У нас помимо там, графенов, помимо материалов, у нас сейчас очень мощная школа по генетике. Но я прошу не углубляться в этот вопрос, потому что я не медик. Я знаю, что у нас идут разработки онковакцин, причем это достаточно такое серьезное направление. Эти онковакцины, насколько мне объяснили наши медики, они будут заточены именно под население Якутии. Вот это, я думаю, что достаточно важно. И сейчас университет работает в программе, вовлечен в программу «Приоритет 2030», и там поставлены задачи, причем задачи там в основном прикладного характера. То есть, и они не имеют долгого горизонта. То есть, скажем так, это среднесрочные проекты, где в течение 3-5 лет мы должны конкретно выдать разработки на ура. То есть, с одной стороны, горизонт планирования короткий, с другой стороны, нужно заглядывать вообще вперед на... Это, конечно, да. Нет, я говорю то, что где мы будем ждать именно прорывные технологии, вот примерно я их указал. А кого вы лично считаете самым выдающимся ученым современности? И вот вопрос еще от зрителя. Много ли потеряла наука после смерти Стивена Хокинга? Ну, это такой достаточно сложный вопрос, потому что ученых очень много. Ну, допустим, сразу вот навскидку тот же Вернадский, например, да? Никола Тесла, Альберт Эйнштейн, тот же Стивен Хокинг, например. Современности. Современности. Ну, Альберт Эйнштейн мы считаем своим современником. Он жил совсем недавно. Это по меркам истории буквально вчера. Да. Но Стивен Хокинг, конечно, это очень выдающийся ученый. Он в первую очередь в начале своей карьеры он был астрофизиком. Но в конце все-таки, может быть, я не прав, но мировое сообщество его представляет в виде популяризатора науки. Причем, если вспомнить, вот я, допустим, читал тоже эту книгу, это называется она «Краткая история времени. От Большого взрыва до черных дыр». Я, может, переврал. Но в целом эта книга, насколько я помню, в предисловии он написал, что каждый 750 жителей страны имеет на руках эту книгу. То есть книга по физике получила гораздо больше распространения, чем та же книга Мадонны, например. То есть это о чем-то говорит, то есть уровень его научпопа. А вот ваших научных исследований какая область? Вот вы сказали, генетика это не мое, там что? А вы откуда пришли в науку? Я сам по себе биофизик. Пришел я в науку с геолого-разведочного факультета. Где-то, наверное, все-таки шел целенаправленно, потому что мне повезло, у меня была очень хорошая производственная практика на 3-м курсе, после которой, наверное, я приехал совсем другим студентом. 4-й курс я его закрепил, то есть я учился уже достаточно целенаправленно, и на 5-м курсе мне поступило предложение поступить в аспирантуру. И так я оказался в науке. Ну, и мне очень повезло, у меня научным руководителем есть Валерий Юрьевич Фридовский, директор ЕГАБМ. Кстати, опять же, возвращаясь к первому вопросу, смотрите, у нас за очень короткий период в Якутии появилось 4 новых члена КОРа. Это говорит о том, что наука в регионах, она достаточно сильна. И вот на последних выборах член КОРами избрали Валерия Юрьевича Фридовского и Михаила Николаевича Железняка. То есть... Ну вот как раз тогда приезжал, по-моему, в прошлом году президент Академии наук Сергеев, да, вот, и у него брала интервью, вот так, поэтому, конечно, он о роли якутской науки очень много рассказал, поэтому вопрос был такой немножко просто на порассуждать. А насколько российская наука сегодня свободна? Вот в условиях западных санкций и так далее, это вот сказалось на зарубежных каких-то связях? Ну, скажем так, в идеале наука, конечно, она позиционируется все-таки вне политики.
Потому что, то, что, наверное, я уже повторюсь, то, что наука, она не может быть локальной. Действительно, есть сложности, наверное, между юридическими лицами, скажем так, на уровне институтов, допустим, да, причем какие-то трудности, допустим, препятствия, это, поверьте мне, это не с нашей стороны. Но, насколько я знаю, на уровне личных коммуникаций проблем ни у кого нет. Все работают, все как бы сотрудничают. Допустим, у нас есть же и проекты международные. У нас до недавнего времени мы сейчас дальше участвуем в конкурсе мегагрантов. Есть у нас и Ялчин и Финдиев, это Техасский университет. Сейчас мы работаем по мегагранту по гуманитарному блоку. Это у нас Чикагский университет. То же самое у нас есть и достаточно много договоров международных. И давайте я перечислю просто страны. Это Германия, Япония, Корея, Вьетнам, Франция. То есть работа пока продолжается. А вот как государство сегодня поддерживает ученых? Насколько можно получить финансирование на реализацию проекта какого-то? Мы полностью тоже переходим на грантовую систему? Вопрос с финансированием, на самом деле, в России он всегда нормальный. Потому что раньше это были разные конкурсы, имеется в виду действительно грантовая поддержка. Это был Российский фонд фундаментальных исследований. Причем он дальше декомпозировался и на, скажем, федеральную часть, региональная у нас была, допустим, РФФИ «Арктика», и была РФФИ «Дальний Восток». Потом есть, конечно, Российский научный фонд. Сейчас он остался практически единственным таким фондом. Вместе с тем достаточно фонд Бортника, фонд из фонда инноваций. То есть возможностей достаточно. Возможностей достаточно много и реализовать себя много. Плюс помимо этого есть же еще гранты президента Российской Федерации. Можно посмотреть и наш регион. Он достаточно, я считаю, много вливает в науку. Те же комплексные научные исследования, опять же, грант нашего главы Республики Саха-Якутия. Поэтому нет, наука на самом деле, она финансируется хорошо, я считаю. Одно дело, денег всегда мало. То есть есть такая болезнь ученого, мы всегда хотим финансирования гораздо больше. Это не только ученого, мне кажется, болезнь. Все хотят финансирования больше. Хорошо, вопрос, который тоже не могу обойти стороной, мы его часто с гостями обсуждаем, это ЕГЭ. Вот насколько такой метод определения итоговых знаний у школьников себя оправдал, насколько он прижился вообще? На самом деле вопрос... Изменилось ли качество? Нет, я здесь не могу оценить, потому что я, к сожалению, не занимаюсь образовательной частью, я все-таки в основном заточен под науку. Но вместе с тем ЕГЭ, я считаю, это правильное решение было, потому что ЕГЭ, оно все-таки, основной его тезис, это он позволяет любому абитуриенту поступать в любой университет. Это, наверное, самое главное. А вот уровень подготовки школьников, наверное, это все-таки вопрос больше к системе образования, может быть. Я здесь не эксперт, и мне очень трудно то есть, в принципе, сказать. это расширило возможности, да? Я считаю, что да. Если мы посмотрим, допустим, даже в недавнее время, помните, в тех же 90-х, допустим, улететь в город-герой Москва, поступать в университет, было достаточно сложно. Нет, то есть это нужно было лететь, конечно, да. подавать документы. Да, и потом, не дай бог, ты не поступил, ты обратно возвращаешься. Если успеваешь подать документы, и ждешь, либо следующий год. Да, в основном ждешь следующего года. А ЕГЭ сейчас позволяет именно, я считаю, что ребятам, особенно в век цифровизации... Не терять времени? Не терять времени абсолютно. Ну и в завершение нашей беседы такой вопрос. Если бы вам представилась возможность задать любому ученому любой эпохи один вопрос, кто это был бы и что это был бы за вопрос? Давайте пускай будет Никола Тесла. Первый вопрос, который бы я ему задал, все-таки как
передавать энергию беспроводную, скажем так, да. А второй вопрос, ну, наверное, я у него спросил, действительно, Тунгусский метеорит это ваша работа? Ну что ж, спасибо вам большое, Евгений Эдуардович, за живую интересную беседу. Желаю успехов в вашей работе на благо науки. А на этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15 и расскажем, чем живет Якутия.